Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов и Юлия Великодная. Смотрите сегодня в программе. На 12 дней раньше срока ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях официально открыта. Какая действует грузоподъемность? Новое отбитие для 240 малышей. Детский сад открыли в селе Сырдах Тулагина-Кильдямского наслега. Солнечному городу 10 лет. Известный реабилитационный проект в медицинском центре отмечает юбилей. Настоящее и будущее этого учреждения. Праздник здоровья и безопасности. Такой акции «Итоги года волонтера» подвели в Ниренгринском районе. Благодарность за уходящие и просьбы на год наступающий. Сегодня католики отмечают Рождество Христово. О смысле и традициях праздника в сюжете из Алдана. Коротко о главном. Обзор новостей и событий Мирнинского района в конце выпуска. Ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях официально открыта. Причем сделать это удалось на 12 дней раньше запланированного срока. На главном автозимнике региона провели работы по обустройству подходов с обеих берегов реки, основных полос для движения в каждом направлении, установили дорожные знаки и информационные щиты, также организовали круглосуточное дежурство дорожных служб. Репортаж нашего корреспондента Артура Габышева. На данный момент толщина льда на ледовой переправе Даркалах-Нижний Бестях составляет 75 сантиметров. Это допустимая норма для грузоподъемности автотранспорта в 10 тонн. Над открытием автозимника работало 15 человек и тяжелые единицы техники. Бригада быстро справилась со своей задачей, начиная с 20 октября. На ледовой переправе произведены работы по устройству подходов с обоих берегов реки Лена и основных полос для движения в каждом направлении. Также устроены резервно-технологические полосы для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта. Погода все хорошо встала, поэтому оперативно отработали, открыли 25-го. Сегодня даем 10 тонн. Потом 5 числа ориентировочно будет уже повышение. Там по толщине посмотрим. 2 раза в неделю работники Федерального дорожного управления Вилюй выезжают на замер толщины льда. Сегодня приняли комиссия. Я думаю, что замечаний с других заинтересованных, так скажем, организаций замечаний нету. Все соответствует по нормативу. Где-то ориентировочно 5 числа января. До 2019 года ориентировочно будет где-то 30 тонн. Общая протяженность ледовой переправы по реке Лени составляет 12 километров. Открытие автозимника ждали многие. Мы ездим с Павла с Хатасы, через переправу ехали, там состояние было намного хуже, чем допустим, через Даркалах, да. И мы долго ждали, когда откроется переправа через Даркалах. Сейчас мы намного быстрее приехали. С берега до берега 15 минут езды. Я давно такой переправы не помню. Вообще в отличном состоянии. Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледового автозимника дорожники настоятельно рекомендуют не пренебрегать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков. Артур Габышев, Григорий Николаев, Якутск, Нижний Бестях. 27 декабря в 11 часов 7 минут будет дан старт ракеты из космодрома «Восточный». В Вилюйском Улусе специалисты Роскосмоса готовятся к этому событию. Ракета-носитель «Союз-2» выведет на орбиту 2 аппарата «Канопус-В». На сегодня развернут полевой лагерь возле села Угуляция Вилюйского района. Установлена радарная система, чтобы с большой точностью определить места падения остатков второй ступени. Сейчас ведут работы по предупреждению населения и выводу охотников с предполагаемых мест падения частей ракеты. Пуск пройдет также в штатном режиме. Перед пуском сегодня-завтра мы проводим работы по экологическому обследованию территории предполагаемых мест падения. Как обычно, ракета летает на керосине и кислороде, источников радиации нет. И контроль за радиационным фоном постоянно ведется. После того, как мы проведем пуск, также будут проведены экологические мероприятия по забору проб в мониторинговых точках для дальнейшего анализа. Таким образом, постоянно ведется контроль состояния окружающей среды. И в целом мы считаем, что
фоновое состояние окружающей среды, то, которое находилось до начала пусков, оно сохраняется до сих пор и так дальше будет сохраняться. Этот пуск ракеты – полный аналог запуска от 1 февраля 2019 года. Сейчас проводят экологическое обследование территории, идет забор проб в мониторинговых точках для дальнейшего анализа. Кроме того, ведут контроль за радиационным фоном. Рабочая группа в составе работников Роскосмоса, Минэкологии и администрации Улуса встречаются с населением поселков района. К другим новостям. Новый детский сад открыли в селе Сырдах Тулагина-Кельдямского наслега на 240 мест. Современный трехэтажный объект стал первым капитальным зданием в селе за последние 2 десятилетия. Построили его по программе государственно-частного партнерства по соглашению между правительством республики и группой компаний ВИС. Преимущество механизма ГЧП заключается в том, чтобы необходимые региону социальные объекты строятся за счет частного партнера. Государство получает возможность расплачиваться за уже работающие детские сады, школы, дома культуры в течение нескольких лет. Для группы компаний ВИС в целом программа государственно-частное партнерство в регионе имеет большое значение. Наверное, это самая большая программа социальная, такая, которая существует у нас в группе компаний в части регионов. Все объекты современные, оснащены по последнему слову техники, имеют все необходимые инженерные оснащения. Как видите, и мебель, и все остальное – это наша задача. То есть наша задача укомплектовать объекты полностью. По соглашению строительная и инвестиционная компания ВИС одновременно строит в Якутске 12 социальных объектов. Из них 9 сдадут в уходящем году, 3 в будущем году. В их числе Дом культуры имени Гагарина, Международная арктическая школа и детский сад в 203-м микрорайоне столицы. В Якутии создадут еще один национальный парк. Вдобавок к Ленским столбам в регионе может появиться национальный парк Кыталык. Всего в следующем году в России создадут 5 национальных парков в рамках нацпроекта «Экология». В Росзаповедный центр сообщили, что территории появятся в рамках проекта сохранения биологического разнообразия и развития экотуризма. Особо охраняемые природные территории федерального значения появятся в 5 регионах страны. Причем по площади парк в Якутии станет самым большим, почти 2 миллиона гектаров. В Якутии создан уникальный геологический парк Кембрия, который расположен на территориях сразу 2 районов – Хангаласского и Алекминского. В этот новый памятник природы войдут уже существующие особо охраняемые природные территории Бачик, Кетеме, Еланка и Тетеряктях. Как сказал министр экологии и охраны природы Сахамин Афанасьев, у нового особо охраняемого объекта есть все шансы в будущем повысить статус до федерального значения, так как подобных природных памятников в России нет, а во всем мире такое есть только в Китае. Сегодня правительство Республики Саха-Якутия приняло решение о создании особо охраняемой природной территории памятники природы. Это новая форма. В Российской Федерации такой формы, как геологические парки, практически отсутствуют. Такие проявления и такие формы есть в Китае. И получается, геологический парк, который мы сегодня создали, он является одним из первых геологических парков Российской Федерации. Кто будет заниматься вывозом мусора в Ленске после вступления в силу новой реформы и отразится ли это на кошельке ленчан? Таким вопросом задались жители Ленского района. Согласно реформе, в каждом субъекте страны выбирается единый оператор, который будет осуществлять вывоз и переработку. Это очень существенное изменение. Теперь вместо множества компаний, которые занимались вывозом мусора, устанавливается одна на весь субъект на конкурсной основе. А всех производящих мусор граждан и организаций обяжут заключать договор с региональным оператором. Операторы в Ленске уже определили, сам он базируется в соседнем Мирнинском районе. Не окажется ли так, что, выйдя на улицы после 1 января, горожане столкнутся с полными мусорными баками? Этими вопросами озабочены не только ленчане, но и все муниципальные власти. Тем временем региональные операторы по переработке твердых коммунальных отходов по 5 зонам республики определены, но тарифы утверждены только в 4 зонах.
ГУП ЖКХ, выбранный оператором в 5-й арктической зоне, проводит подготовительную работу. Тариф будет определен до марта следующего года. ГУП ЖКХ предстоит заключить договоры с подрядчиками по транспортировке, обработке и полигонам. За несанкционированные свалки, образованные в районах, ответственность будет нести муниципалитет. Необходимо отметить, что у нас внесен законопроект, предусматривает внесение изменений в федеральный закон в части возможной отсрочки внедрения этой системы до 1 января 2020 года, если на 1 января региональный оператор не готов. То, что насчет санкционированных свалок, у нас на сегодня с 471 свалки в государственный реестр включено всего лишь 7. Вот новый закон, который сейчас на стадии принятия, также предусматривает возможность использования этих свалок до 2023 года для размещения отходов, пока мы их не обустроим. Итоги года волонтера подвели в Нерюнгринском районе. Местное отделение ДСАФ организовало для жителей города праздник здоровья. Подробности у Екатерины Павловой. Сразу несколько развлекательных площадок для детворы и взрослых развернулось на территории нового комплекса в парке, который был построен в рамках программы формирования комфортной городской среды. Параллели, бабочки, туристические препятствия, веревочный парк, бесплатные катания на снегоходах и собачьих упряжках. А чтобы не мерзнуть в ожидании своей очереди, конкурсы и эстафеты. Походить, побегать, размяться, как-то провести досуг свой. Год кончается, но это не означает, что сейчас все у нас заканчивается. Хоть и уходит год волонтера, но мы ими как были, так и остаемся. Помимо игр и веселья, на фестивале прошло познавательное обучение участников методам безопасности при работе с подвесными системами, уроки безопасности для детей от волонтеров поисковой группы. Юные спасатели показали всем желающим мастер-класс, как можно выжить зимой в лесу. Морозный солнечный день, здорово, катаем детишек. Ждешь чего-то полезного? Да. Хочешь узнать что-то новое? Ну да. Вот и попробуем. Очень милые тут собачки. Спортивно-развлекательный праздник удался на славу. Нерюнгринцы получили заряд эмоций и прекрасное настроение, научились правилам выживания и безопасности. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Сейчас короткая пауза, меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Благодарность за уходящие, просьбы на год наступающий. Сегодня католики отмечают Рождество Христово. О смысле и традициях праздника в сюжете из Алдана. Коротко о главном. Обзор новостей и событий Мирнинского района в конце выпуска. Солнечному городу 10 лет. Известный реабилитационный проект в медицинском центре отмечает юбилей. Настоящее и будущее учреждения. В эфире Якутии-24 «Итоги дня». Мы продолжаем. 10-летний юбилей со дня создания отмечает «Солнечный город» в Якутске. Это известный проект благотворительного фонда «Праздник жизни», реабилитационный городок в медицинском центре. Там проводят свои будни, занимаются и развлекаются маленькие пациенты, отдыхая от лечебных и процедурных будней. Сюжет Ульяны Шагиной. Солнечный город был построен 10 лет назад на пожертвование людей. Он располагается в атриуме номер 2 медцентра. В большом и светлом помещении специально для детей с различными заболеваниями есть комната психологической релаксации, компьютерный класс, просторный зал для подвижных игр и спортивных занятий. Настоящая сцена для выступлений и концертов. Стены реабилитационного комплекса расписывал сам Афанасий Осипов, народный художник, академик Российской академии художеств. Центральным объектом солнечного города является больничный храм иконы Божией Матери Целительница. Сегодня у фонда «Праздник жизни» далеко идущие планы. И главная задача – наладить психолого-социальную службу. После 10 лет Солнечный город вступает на новый этап создания психолого-социальной службы в этом медцентре, поскольку это очень важно для тех, кто проходит здесь лечение, для детей и их родителей. Поэтому здесь необходимо, чтобы и государство, и общество объединились и сделали, чтобы здесь эта служба заработала. Сегодня в медцентре работает 21 детское отделение. Это 400 детей с различными заболеваниями. Многие находятся в стенах больницы годами. И солнечный город в первую очередь для них стал вторым домом, где можно отвлечься от больничной рутины.
Мне очень нравится, мы здесь играем, нам здесь проводят концерты, и мы с мамой ходим в храм молиться. По понедельникам мы ходим в кабинет релаксации. Мы рисуем на доске иногда и играем. Очень отрадно, что у нас здесь такая площадка. Мы здесь лежим долго. Некоторые дети годами здесь лежат, да, и вот каждую неделю мы с нетерпением ждем выхода на площадку, потому что это такое вот для нас отдушно, потому что из отделения мы не выходим, и один раз в неделю посещаем площадку. Мы с радостью, с волнением ждем пятницы. И мы, дети, чувствуем себя маленьким путешественником, потому что для нас это как большой праздник. Солнечный город – это уникальный проект. Такого нет нигде в стране. Построенный во взаимодействии общественной организации и государственного медицинского учреждения. Его возводили своими силами родители больных детей, неравнодушные врачи и люди, кому не безразлична судьба маленьких пациентов. Одним из таких врачей является директор педиатрического центра Людмила Николаева. Ежегодно педиатрический центр обращается больше 10 тысяч детей, лежат в стационарном лечении. За 10 лет это можно посчитать, сколько примерно народу у нас прошло, детей, их родителей. И, конечно, очень отрадно, что в наше время вот такой центр в нашей больнице есть. И к нам, когда приезжают гости из других регионов, они очень поражаются тем, что, во-первых, что мы этот социальный проект запустили совместно с населением. Сегодня отметить десятилетний юбилей реабилитационного комплекса приехали родители с детьми, артисты и все те, кому не безразлична судьба маленьких пациентов. В центре зала радуют посетителей 8-метровая ель. Песни, пляски, акробатические номера и, конечно же, приветственные и благодарственные письма всем тем, кто ежедневно борется за жизнь больных детей. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. В Мирном впервые прошел бал главы. На нем подвели итоги года и наградили жителей Мирнинского района, внесших вклад в развитие алмазной столицы. В Мирном год был посвящен гражданским инициативам. В этот день вручалась и самая главная награда «Человек года». Номинантами стали люди разных профессий из разных областей жизни – медицина, образование, предпринимательство, ЖКХ, спорт, культура, искусство и добровольчество. Сегодня, 25 декабря, западные христиане отмечают Рождество Христово. Это праздник, установленный в воспоминания рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество считается одним из важнейших христианских праздников и государственным праздником в более чем 100 странах мира. Впрочем, 25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные ряда стран. Ну а как встречают католическое Рождество наши земляки, которые сейчас живут по всему миру, сюжет Кристины Якуповой. Юля обучается в Соединенных Штатах Америки в штате Миссури. Несмотря на разную культуру и традиции с американцами, решила тоже участвовать в праздновании. Ведь Рождество для них главный праздник в году. 25 числа в само Рождество уже утром устраивается праздничный завтрак, и люди обмениваются подарками. Естественно, все традиции зависят от семьи, как положено в той или иной семье. Очень интересный, веселый праздник. Всем пока! Всех с наступающими праздниками! А Вера Егорова делится моментами подготовки к празднику. Как и все жители Нью-Йорка, перед Рождеством она отправилась за продуктами в магазин, чтобы приготовить русские блюда и угостить ими друзей из других стран. Собираемся на ужин у друзей дома, и все приносят разные блюда. Всех поздравляю с наступающими праздниками. Мария живет в Торонто, в Канаде, с мужем и собакой. Обычно семья не отмечает Рождество, но так как в гости прилетели родители, решили погрузиться в волшебное семейное празднование. Мы будем устраивать ужин и будем готовить индейку. Подарки принято открывать 25-го с утра. Все утром выходят в своих пижамах под елку, и начинается распаковка. Очень радостно и замечательно. 25 числа выходной. Наташа проживает в Калифорнии. Поделилась с нами другой стороной празднования Рождества.
Здравствуй, родная Якутия. Меня зовут Наташа Дмитриева. И я сейчас нахожусь в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, в районе, который называется Санта-Моника. И для того, чтобы показать вам, как празднуют здесь Рождество, я пришла в торговый центр, ведь Рождество в Америке – это очень капиталистический праздник. Для того, чтобы поднять себе праздничное настроение, американцы приходят в торговый центр, чтобы сфотографироваться с елкой, сфотографироваться с Санта-Клаусом и купить подарки для своих родных и близких. В Калифорнии достаточно много таких необычных видов, когда ты можешь наблюдать елку одновременно и нарядные пальмы, если видно сзади. Так что здесь нету снега, но рождественское и новогоднее настроение, тем не менее, присутствует. А я хочу пожелать всем своим родным, близким, знакомым, всем якутянам счастливых праздников. В день католического Рождества Христова традиционно проходят торжественные богослужения. Настоятели приглашают прихожан на праздничные ужины. О смысле и традициях главного католического праздника расскажет наш корреспондент Татьяна Вахнина. Да простит Господь помыслы, слова и дела греховные. Пусть Его рука осеняет все дела и начинания. Пусть защитит Он от невзгод и хворей и наполнит каждое сердце добротой и светом. 25 декабря католическая церковь отмечает главный праздник – Светлое Рождество Христово. В канун праздника в Алданском католическом храме святого Николая Угодника проходят торжественные мессы, где читаются особые молитвы. Христос как цвет, как свет, сосланный Богом Отцом, Его доброта, милосердие. И можно сказать, тот мост, который ожидали пророки и избранный народ, и люди, он наполняется Рождеством. Так что можно сказать, что обещание Божие и надежды человечества Рождеством наполнились. Только сейчас надо принимать, быть откровенным и жить этот великий Божий дар. До Рождества 4 недели Адвента являются периодом ожидания радости. Каждую неделю перед алтарем зажигается свеча. Сделанное в это время добро ближним считается священным. Ждут дети, когда 4-я свеча будет, и стараемся ограничить телевидение немножко. Вот, ходим, помогаем бабушкам. В республике насчитывается порядка 5 сотен католиков. Приходы действуют в Якутске и Валдане. В Южной Якутии подвижников католичества порядка 1,5 сотен человек. С богослужениями священники выезжают в самые отдаленные уголки. Помимо несения в народ Слова Божьего, у настоятелей немало забот мирских. Они помогают малоимущим семьям, поддерживают одиноких и немощных, а также ведут масштабную работу по организации досуга для детей и подростков. Иногда жизнь такая кажется трудной, а вот с Богом она становится как-то проще, легче, добрее. И сами над собой работаем. В сочельник настоятели Алданского католического храма пригласили прихожан на праздничный ужин. К столу наряду с изобилием яств обязательно подается медовое печенье. Тесто по особому рецепту заводится 1 раз в год. В канун Рождества принято благодарить Господа за все, что Он даровал в году уходящем, а также произносить в молитвах просьбы и чаяния на год наступающий. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. На этом у нас все. Эфир нашей программы продолжит обзор новостей и событий Мирнинского района. Передаем слово коллеге. Оставайтесь на нашем канале. С наступающим вас Новым годом! В эфире новости Мирнинского района. Здравствуйте. В столице Алмазного края день выдался облачным и морозным – -40. Еще пару дней температура воздуха составит -36-38 градусов. К выходным потеплеет – -18-20 градусов. И так почти до конца праздничных выходных. А теперь к актуальным новостям этой недели. Сегодня прошло самое ожидаемое событие студентов. Ежегодно мистер МПТИ проходит накануне Нового года. Самый мужественный юноша избирается путем 4 испытательных этапов. Также было множество номинаций, все участники награждены памятными призами. Главной фишкой сегодняшнего шоу – это не просто обычные сценарии, как все принято, начало визитка, потом представление своих творческих номеров. А мы решили построить это на основе сказки Маршака «12 месяцев». Творческий выход, интеллектуальный, танцевальный, вальс будут танцевать. И также мы оцениваем спортивный этап. В Мирном прошел турнир по боксу, приуроченный памяти заслуженного тренера Радия Богашеева. На него заявились 200 юных боксеров. 3 дня на ринге сражались сильнейшие спортсмены со всех районов республики и даже с России. Сунтар, Ленск, Нюрба, Вилюйск, Мирный, Якутск, Новосибирск.
Как отмечают участники и представители жюри, уже не первый раз нюрбинцы отличаются техникой. В турнире участвуют девушки, среди них есть призеры российского уровня. Также мы сейчас открываем секцию бокса девочек, мы развиваем это все. Я стараюсь опять влиться, я стараюсь помочь. И всех приглашаю девочек и родителей, чтобы они не боялись. Ой, это мордобой, мы же девочки. Да. Девочка должна быть занята чем-то, так же, как и любой ребенок. И она будет статной, она будет знать себе цену. И я думаю, что для каждой девочки это очень важно. То есть человек стремится стать лучше своих сверстников. Не быть ботаником, не быть компьютерным гением. Они не сидят целый день за компьютером, они развиваются, у них мышление и характер в первую очередь. Они становятся настырными, честными, добрыми. А на этом пока все. До новых встреч в эфире.